Кадры ужасной трагедии навсегда запечатлелись и в памяти Лаврентия Пересаева. В 2004 году он занимал должность начальника Владикавказского подразделения МЧС. Когда на пульт оперативного дежурного поступил звонок о захвате школы, все были уверены, что отпустят, особенно детей. Но все обернулось иначе. Тему продолжит Марат Гугаев. Лаврентий Пересаев в службу спасения пришел в 1985 году. Ситуаций было много и разные. Главное – уверенность и взаимовыручка. И даже когда на пульт оперативного дежурного поступил звонок о захвате школы, все, по словам Лаврентия, были уверены, что заложников, тем более детей, отпустят. Всю серьезность ситуации осознали, когда стали стрелять в людей. На наших глазах стреляли мужчину, впоследствии мы узнали, что он все-таки остался жив, упал и до ночи, как раз до темноты пролежал, потом якобы он уполз, остался жив. Но тогда мы и поняли, что дело набирает обороты, и что все это гораздо серьезнее, чем мы думали. В 2004 году Лаврентий Пересаев занимал должность начальника Владикавказского подразделения МЧС. Вспоминает, как начальник штаба торопил его и коллегу изучать план-схему здания, потому что террористы требовали срочно забрать убитых, выбрасывая тела из окон. Но из-за того, что боевики угрожающе кричали, туда отправили представителей Центра Спаса, которых сразу расстреляли в упор. Во время штурма, рискуя жизнью, Лаврентий Пересаев эвакуировал выживших заложников и выносил тела убитых. Оттуда и пошла стрельба, и начался штурм. Спецназовцы ворвались. Конечно, это неописуемо, их героизм, это просто неописуемо. Когда этот хаос весь пошел, спецназовцы попросили, они все-таки в тяжелом амуниции, мы с соседнего дома вынесли огромные длинные деревянные столы, окна были не так высоки в столовой, и мы под прикрытием спецназовцев запрыгивали, забегали по этим столам, помогали детям, обессиленным, обезвоженным, эвакуироваться оттуда. На наших глазах мы эвакуировали, и сверху их сами эвакуировали спецназовцев, раненых сами спецназовцы. В дальнейшем мы их уже вытаскивали из столовой и отвозили. 3 сентября начался штурм. Бойцы спецназа, прикрывая друг друга, запрыгивали в окна кухни, откуда подавали им детей. Прорывались в школу и гражданские, которых было невозможно сдержать. Бешеная стрельба. Многие из местного населения бросались также, забегали в столовую, помогали. Там по времени это очень тяжело сказать. Все это продолжалось долго. Стрельба прекратилась только за полуночь. Примерно в районе часа стрельба, последняя точка, это мастерские. Вот оттуда велась еще одиночная стрельба. Потом подорвали. Ну и, конечно, пожарные, не знаю, с какой они части были, но мужественно тоже под огнем тушили пожар. Во время штурма никто из спасателей Остинского МЧС не погиб. Но в числе первых убитых пленников оказался их пожарный инспектор, который привел на линейку детей. Марат Гугаев, Николас Джуев. Новости Осетии.